Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Жительница Якутска пыталась самостоятельно вернуть похищенные мошенниками деньги, но снова стала жертвой обмана. В полиции она рассказала, что по рекомендации своей знакомой обратилась к одной гадалке, чтобы вернуть ранее похищенные мошенниками деньги. Оказалось, что она уже попадалась на уловки злоумышленников в прошлом году и лишилась 800 тысяч рублей. Во время телефонного разговора лжепредсказательница обещала ей помочь и рассказала о своих экстрасенсорных возможностях, что может очистить от порчи и сделает так, чтобы мошенники сами вернули ей деньги. Даже пообещала приехать, чтобы лично встретиться с ней. Общение происходило и по телефону, и посредством мессенджера Viber. Умелая псевдопрорицательница попросила купить женщине свечи с Иерусалима для проведения обряда и попросила более 300 тысяч рублей за оказываемую услугу в виде пожертвования монахиням одного из монастырей. Далее, под предлогом, что она внесла за потерпевшую необходимую сумму для обряда, злоумышленница попросила перевести ей сумму, которая имеется на счету. Поверив словам аферистки, потерпевшая перевела на указанный банковский счет около 250 тысяч рублей. После этого гадалка перестала отвечать на сообщения, а потом и вовсе заблокировала номер. В Алданском районе перед судом предстанет 31-летний мужчина, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью в состоянии алкогольного опьянения. Поздним вечером в гараже пьяный житель Алдана избил кочергой своего 23-летнего знакомого. Позже на этапе предварительного расследования обвиняемый в содеянном полностью раскаялся. За совершенное преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В Якутске полицейские задержали вора, укравшего телевизор из чужой квартиры. На это понадобились сутки. Пострадавший мужчина сообщил, что когда он находился в командировке на севере, кто-то взломал дверной замок и проник к нему в квартиру. Пропал телевизор. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. По горячим следам был установлен знакомый потерпевшего, безработный 22-летний уроженец Вилюйского района. Выяснилось, что подозреваемый страдает игровой зависимостью. Все свои деньги он тратит на спортивном тотализаторе. Злоумышленник знал, что мужчина отсутствует в городе, а за квартирой его никто не присматривает. Тогда он ночью проник в квартиру и украл телевизор. Затем продал его, выручив 5000 рублей. Мужчине грозит срок до 5 лет. Жительница Нерингри хотела сдать квартиру и стала жертвой мошенников. Она разместила объявление о сдаче квартиры в аренду на сайте Авито. Ей позвонил мужчина и сказал, что собирается приехать в Нерингри из другого города на работу и хочет снять ее квартиру. Женщина сообщила, что у нее есть и другие желающие, поэтому необходимо внести предоплату. Тогда она снимет объявление. Звонивший согласился и сказал, что переведет деньги на карту. Он сообщил, что находится перед компьютером, но у него не получается перевести деньги, так как программа требует ввести код, который придет в СМС-уведомлении на ее телефон, и попросил его продиктовать, что потерпевшая и сделала. Спустя некоторое время женщине пришло сообщение о том, что с ее счета списано 40 тысяч рублей, а звонивший перестал выходить на связь. Перейдем к происшествиям в мире. По меньшей мере 10 человек погибли и 23 считаются пропавшими без вести после обрушения здания отеля, в котором в городе Цюаньчжоу на юго-востоке Китая располагался карантинный центр. В него помещали людей с подозрением на коронавирус, а также тех, кто контактировал с зараженными. На кадрах, полученных от пожарной части провинции Фуцзянь, показано, как сотрудники аварийных служб проводят спасательную операцию. Сообщается, что более 70 человек находилось в здании на момент обрушения, включая 58 человек, находившихся на карантине, персонал отеля и других работников. Около 1000 пожарных и сотрудников других аварийных служб прибыли на место обрушения. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.